Салам и привет, друзья, меня зовут Саша. Любите ли вы соревнования так, как люблю их я? Какой же кыргыз не любит соревнования? Я уже знаю то, что национальные кыргызские игры очень опасные и азартные, например, как Кокбору или Кызбумай. Я обязательно сниму видео и про это, но сегодня нас ждет кое-что другое. Сегодня нас ждет не спортивное соревнование, если, конечно, не считать тренировку рук и губ для игры на национальных инструментах Кыргызстана и Украины. Сегодня вы станете свидетелями батла национальных музыкальных инструментов, таких как камуза и украинской бандуры, пилкы-яка и украинских цимбал. И, наконец, трембиты с Темир Камузом. Об этих инструментах я вообще узнал только в процессе подготовки этого видео, потому что я знал то, что существует камуз, но не знал то, что существует так много его разновидностей, если так можно сказать, конечно. Будет очень интересно, поэтому усаживайтесь поудобнее, а мы начинаем. Блин, опять. Ну а мы начинаем. Итак, первый раунд. В красном углу ринга представители Кыргызстана с камузами. Очень классно звучит, да? Ух ты, а вот украинские представители с бандурой. Очень спокойная мелодия такая. Даже перебивать не хочется. Тут очень много струн, прям очень много. Друзья, а вы знали то, что камуз — это трехструнный музыкальный инструмент, который по легенде создан кыргызским охотником, камбаром из цельного куска дерева? На самом деле я удивился, когда узнал. А бандура — это струнный инструмент, который очень сильно напоминает кобзу. Это, если что, старинный украинский музыкальный инструмент, в котором от 12 до 25 струн. А на современном аж от 50 до 70 струн. Я прям реально не знал этого, и я очень удивился, когда узнал. Ох, а вот они, камузы. Очень быстрые. Ух, какой клип классный. И в такой зимней красивой одежде, наверное, национальной. Но это было очень динамично. А здесь более спокойная игра на бандуре. Красиво звучит, да? Очень спокойно по сравнению с той песней на камузе. Знаете, друзья, в этом раунде очень сложно дать кому-то победу, потому что эти инструменты сами по себе очень разные между собой и очень сильно отличаются, хоть я их и подбирал именно так вместе. Я думаю, можно отдать 1 балл камузу за их очень сильное и быстрое исполнение, а также за очень динамичный и красивый клип. Ну а мы переходим во второй раунд. Погнали. Ух, и второй раунд у нас начинает Украина с цимбалами. Вперед! Ух, как быстро начинается. Я прям не ожидал. Прям сначала было очень медленно, а сейчас прям очень быстро. Классно. Хочется подтанцевать в ритм, а не получается, потому что очень быстро. Очень красиво звучит, мелодично. Интересно, чем же ответит нам ансамбль кыргызов с непонятным для меня то ли камузом, то ли скрипкой? Пылкы як.
даже клип какой-то со смыслом. Магазинчик такой. И очень необычное звучание. Ух ты, а вот продолжение украинского батла. На цимбалах, повторяюсь. Очень профессионально девушка играет. Ух. А вот и ответка кыргызов. Ух. Ничего себе, прям очень быстро. Красивая такая одежда. Необычная. С камушками красивыми. На природе. Мелодично, согласитесь. Ну, в общем, друзья, я думаю, то, что этот раунд за Украиной, а именно за цимбалами. Ну, уж очень они мелодичные. А как считаете вы, кто победил? Обязательно пишите свое мнение в комментариях, все почитаю, все полайкаю, потому что мне очень интересно, что думаете об этом вы. Да. Ну, а теперь самый необычный, как я считаю, раунд. С двумя инструментами, которые, ну, очень разные между собой. Даже если судить по размерам. Встречайте, кыргызский Темир Камуз. Погнали! Ух, посмотрите на размеры этого инструмента. Он просто очень маленький. Но очень громко и красиво звучит. Заводная песня. А что же ответит Украина? Давайте посмотрим. О, ух ты, дудка трембиты. Кстати, если вы не знали, она может достигать до 8 метров в длину. Это очень много. Посмотрите, какая она длинная. Это просто взрыв мозга. А вот и продолжение игры на Темир Камуз. Необычное звучание. Друзья, а вы знали то, что Темир Камуз это инструмент металлический U-образной формы, вот такой вот, который по длине 6-7 сантиметров. То есть вот примерно вот такой вот, который издает звуки мягкие и воздушные. Для сравнения, дудка трембиты 8 метров. Вот, ну, короче, она здесь, ну, наверное, на всю мою комнату. Ну, может быть, чуть-чуть меньше. А Темир Камуз вот такой вот. Да. Очень прикольный баттл. Интересно, что же ответит Украина на этот вызов? Ух, посмотрите, какие они длинные. Очень необычный звук, кстати. Друзья, а вы знали то, что украинская трембита это духовой инструмент? Это труба без отверстий и каких-либо клапанов. То есть чисто труба, которая обернута березовой корой, которая расширяется до 30 сантиметров, а в узком конусе вставляется в мундштук. Друзья, я не ожидал то, что такое случится, но по итогу этого раунда я не могу определить победителя. И я придумал, как выйти из этой ситуации. Давайте мы с вами проведем эксперимент. Что будет, если взять украинскую трембиту и кыргызский Темир Камуз и соединить их воедино? И получится просто взрыв. Давайте же проверим, что же получилось в итоге, и посмотрим, как они будут звучать вместе. Я думаю, такого еще никто не делал, и вы такого еще никогда не слышали. Начинаем. Слушайте, а звучит необычно и красиво. Но вот согласитесь.
так классно дополняют друг друга, то что это хочется слушать снова и снова. В общем, мой эксперимент удался. Да, друзья. В общем, по итогу, друзья, победила дружба. Я очень жду ваших комментариев, где вы напишите, кто по вашему мнению победил. Но другие видео о Кыргызстане, о Украине вы сможете найти по ссылке в описании, там подсказки, поэтому можете посмотреть, вы 100% не заскучаете. Даю гарантию, да. Подписывайтесь обязательно на канал, если вы хотите видеть больше таких интересных видео сравнений, реакций на клипов и не только. В общем, тут выходит очень много всего интересного, поэтому вы точно не заскучаете. Друзья, ну а с вами был я, Саша. Огромное спасибо за просмотр. Надеюсь, что вам это видео понравилось. Пока-пока. Да, друзья.